Выходной день. Время, когда можно поваляться в постели до полудня, лениво почитать книжку или посмотреть очередную мелодраму. Но мы предлагаем изменить привычный распорядок дня и начать выходные с прокачки. Мы заглянем в тренажерный зал к чемпионам мира, Европы и Олимпийских игр. Расскажем и покажем, как готовятся к турнирам профессиональные атлеты и в чем их секрет успеха. Асланбек Кадзаев – первый в истории астинского спорта чемпион мира по боевому самбо. Такого высокого уровня 23-летний спортсмен достиг всего за 3 года. Кроме этого, Аслан – чемпион России 2019 года, победитель Кубка мира 2019 года, мастер спорта международного класса. 10 лет он занимался дзюдо, затем 3 года армейским рукопашным боем, а после перешел в боевое самбо. На ковре Аслан всегда спокоен и достаточно хладнокровен. Расчетливость и четко выработанная тактика – вот его формула успеха. Во время поединка не спешит, для завершения боя всегда находит подходящий момент для решающего приема. И стоит признать, это у него получается отлично. Спасибо, что ты сегодня уделил нам время и согласился провести тренировку. Добрый день, Мадина, вам спасибо. С чего мы будем начинать? Начнем с разминки, так как это самая главная часть любой тренировки, чтобы разогреть все наши мышцы. Ну, начнем. Давайте. Разминка оказалась предсказуемой. Аслан советует начать тренировку с ходьбы на беговой дорожке. Естественно, с минимальной скорости и потихоньку наращивать темп. Ты совсем недавно вернулся из Южной Кореи, где ты выиграл чемпионат мира. Расскажи, какие эмоции тебя переполняли? Да, эмоции как-то, когда выиграл чемпионат мира, финальную схватку, ничего особо не понял, было какое-то облегчение, то, что сделал, что хотел. И только через день-два уже осознал то, что стал чемпионом мира. Насколько это было сложно? Это твой первый чемпионат мира, насколько я знаю? Да, это мой первый чемпионат мира. Сложно, наверное, больше было на психологическом уровне, то, что первый чемпионат мира, и, знаете, в жизни бывает, да, ответственность большая была. Насколько я знаю, ты вообще в боевое самбо пришел из дзюдо. Да. Сколько ты лет занимался? С 7 лет до 17 лет, 10 лет занимался дзюдо. У нас в республике мой первый тренер Айлар Хурбек Викторович. Что побудило тебя все-таки перестать заниматься дзюдо и начать заниматься самбо? Это больше не то, что побудило меня перестать заниматься дзюдо. Я поступил в военную академию, и там военно-прикладной вид спорта был армейский рукопашный бой. Дзюдо не было. И уже стал переквалифицироваться в армейский рукопашный бой. Насколько это сложно было переключиться? Это было переключиться, знаете как, вообще меня спросили, будешь по армейскому рукопашному бою выступать? И я спросил, а там что нужно делать? И мне сказали, грубо говоря, драться. Любой мальчишка в Владикавказе в детстве дрался, и осознание этого было. И я сказал, да, буду, и потихоньку стали учить уже ударной техники, так как борьба у меня уже была. Но сейчас все-таки спорт, скажем так, которому принадлежит твое сердце, это какой спорт? Скорее всего, боевое самбо. Теперь да. У меня база была дзюдо, то есть в самбо, вы если знаете, самбо, борьба в принципе одна и та же, что и дзюдо в куртках. А рукопашный бой дал мне ударную технику, которую я уже применил в боевом самбо. Важно начинать кардиоразминку с низкой интенсивности, когда амплитуда рук и ног минимальна. Затем увеличивать скорость. Далее, при желании, постепенно можно переходить на бег. Таким образом, можно избежать чрезмерной нагрузки на сердце. Что у нас дальше? Сейчас мы приступим к силовой части тренировки и начнем с приседа в смите. Обращайте внимание на то, чтобы во время приседаний ваши колени смотрели по направлению носков. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы колени сводились. Вероятен риск получения травмы. Насколько знаю, Федор Емельяненко в свое время из самбо перешел в ММА. Вот у тебя нет таких намерений сменить спорт в будущем? Я думал об этом. У меня уже есть 2 профессиональных боя. И я думал, если будет хорошее предложение, начать драться по боям без правил. Так, я пока отдохну, Так. а ты мне... Давай, я тебе помогу. Давай. То есть ты всерьез задумываешься об этом? Да, у меня есть даже мечты повыступать. А почему не хочешь остаться в самбо?
параллельно буду заниматься и самбо, и боями. Потому что чемпионат России проходит раз в год в марте месяце, и, грубо говоря, все остальное время бывает свободное. Ну это же прям очень агрессивный спорт. Ничего в нем не смущает? Кровавый спорт. Нет, как-то отношусь к этому нормально, как и к другим видам спорта, так же, как к дзюдо или там, к вольной борьбе. Этот снаряд нам необходим для укрепления мышц спины, так как в борьбе спина играет важную роль, и нужно, чтобы она была у нас крепкая. Давай я тебе тоже покажу, как здесь нужно делать, и ты повторишь. Гиперэкстензия – одно из самых эффективных упражнений для укрепления и развития мышц спины поясничного отдела. Отрегулируйте тренажер под свой рост и заведите ступни под нижний опорный валик. Спина должна находиться на одном уровне с линией ног. При выполнении помните, что угол наклона должен быть не более 90 градусов. Ну, я думаю, можно сделать перерывчик. Ну расскажи вообще, у тебя тяжелый график именно спортивный? Ну, когда готовлюсь к соревнованиям, то обычно у меня бывает до 2-3 тренировок в день. Ну, да, на определенный срок, там, за месяц до турнира. И уже ближе к соревнованиям я начинаю сбавлять, на одну тренировку перехожу и потом уже плавно подхожу к самому турниру. Ну, это же очень такой тяжелый, мне кажется, режим. И вот как ты любишь расслабляться и как ты отдыхаешь? Ну, обычно я люблю очень сильно поспать, поэтому бывает даже такое, что я могу все воскресенье проспать и вечером выйти погулять, зайти домой. То есть больше такой пассивный отдых? Да. Много лет жил в Твери, ты там учился. Как выбор пал именно на эту специальность? Почему ты решил стать офицером? Ну, не знаю, как-то стечение обстоятельств такое было. И я не представлял никакой более работы для себя, нежели стать военным. Ну, как-то мне казалось это тогда в детстве, что это прям такое чисто мужское занятие. А вот кем ты видишь себя лет через 10 условно? Честно сказать, даже не задумывался. 32-летний Асланбек Кодзаев. Какой он? Я думаю, особо сильно не будет отличаться от нынешнего, только если будет более созревший и повидавший жизнь, или как это правильно сказать, я не знаю. Но он будет по-прежнему в спорте? Ну, я рассчитываю, да. Теперь мы будем укреплять плечевые мышцы, так как у нас предыдущее упражнение было для борьбы, но так как в боевом самбо присутствует ударная техника, будем развивать мышцы плеч. Покажу тебе упражнение. Подъемы гантелей вперед – это одно из наиболее эффективных упражнений для проработки дельтовидных мышц. Оно выполняется в положении стоя. Ноги на ширине плеч. Гантели следует держать хватом сверху перед бедрами. Хочется с тобой поговорить на такую очень щепетильную тему. Сколько ты зарабатываешь? Ну, на жизнь хватает. Цифры не назовешь, да? Нет. А реально вообще спортсмен... Давай, да, отдохнем, чтобы ты был сконцентрирован и меня лучше слушал. Вообще реально прожить спортсмену на зарплату спортивную? Если честно сказать, до этого у меня спортивная зарплата была так себе. Но вот сейчас с Нового года, как чемпиону мира, нас все ставят на ставку от сборной России, и сейчас должна быть нормальная зарплата. Это такой дополнительный стимул для того, чтобы продвигаться и дальше покорять все новые. Ну, я думаю, можно с этими деньгами немного вложиться в себя. То есть бывают все равно какие-то микротравмы, как-то надо себя, организм подпитывать, и за счет этих денег можно будет покупать себе это все. Но спорт это же немного, с одной стороны, такая неокупаемая история, потому что сколько ты зарабатываешь, как ты уже сказал, какие-то могут быть травмы, какие-то витамины, еще что-то, все вкладываешь. Ну да, с одной стороны. Ну, тут просто смотря, какие цели у тебя. Если ты ради денег, то в спорт лучше не суваться. Ради чего ты в спорте? Ну, хотелось бы... Ну, просто я с детства занимаюсь спортом, и все равно каждый мальчик в детстве мечтал стать, допустим, я мечтал стать чемпионом мира и воплотить свои мечты в реальность. Ты в Осетии находишься уже неделю в отпуске, да, насколько я знаю? Ну, признайся честно, сколько килограмм ты уже набрал? Ну, как обычно, дома пироги, мясо, все, уже килограмма 3-4 добавил. А вот в Питере тебе не хватает, может быть, осетинской кухни? Чем ты там питаешься? Сам себе готовишь там или как? Ну да, приходится самому себе готовить. Ну, в этом чуть-чуть небольшая проблема, потому что я как-то с детства люблю готовить. И
Ну, так. Коронное блюдо твое. У меня коронное блюдо – мясо по-французски. Да. Сам можешь приготовить мясо по-французски без чьей-то помощи. Без чьей-то помощи. Круто. Ну как ты будешь сбрасывать? Это легкий процесс для тебя? Легко уходят килограммы? Для меня да, потому что я сейчас не тренируюсь особо. А приеду уже в Санкт-Петербург и опять начнутся тренировки, и вес сам по себе уйдет. Ну что, я тебе желаю поскорее вернуться в свой вес, если так нужно будет для тебя. Я тебе желаю покорить все вершины, которые ты хочешь покорить в спорте, и чтобы все задуманное и загаданное, все у тебя всегда получалось. Спасибо, очень тебе большое приятно. за тренировку. Вам большое спасибо. Наша тренировка подошла к концу. Легкая разминка плюс силовые упражнения на основные группы мышц, и вы сразу в тонусе. Прокачка с чемпионом удалась. Этот комплекс упражнений в тренажерном зале сможет выполнить любой. Главное не лениться. С вами был Асламбек Кадзаев. Мечтайте так, чтобы ваши мечты становились целями, и достигайте их.